18 мая состоялась по всей России экологическая акция «День посадки деревьев». По всей стране было высажено более 10 миллионов деревьев. Не осталась в стороне и столица Якутии. В Якутске было посажено более 2000 саженцев. Но для Якутска это не разовая акция, а уже постоянная. Ведь 2013 год в столице объявлен годом благоустройства. Одной из первых акций стала акция «Личный пример», когда глава города сразу после совещания, посвященному году благоустройства, вывел практически всех руководителей окружной администрации на субботник в городской парк отдыха для уборки мусора. Потому что когда я проанализировал статистику исполнения поручений именно в части года благоустройства, я понял, что многие наши структуры относятся к этому как к простому обычному году, когда должен исполниться, может быть, более повышенный план по жилищно-коммунальному хозяйству, но не более того. Так? И это абсолютно не так. Мы должны через год благоустройства на самом деле поменять и самосознание в целом нашего общества городского, всем, чтобы мы понимали, что мы живем. Город – это наш общий дом. И, естественно, мусорить в нем, гадить в нем, нельзя. Есть нормы благоустройства, и мы их все должны соблюдать. Мы должны сделать так, чтобы город наш был чище, красивее, начиная от простого горожанина, заканчивая мэром города Якутска. Конечно, ответственность вот тех людей, которые сегодня пришли здесь работать, она гораздо выше. Почему? Потому что именно они являются руководителями управ, руководителями муниципальных предприятий, учреждений, людьми, на которых возложена обязанность исполнить план мероприятий. И в конечном итоге поднять на более такой высокий уровень не только благоустройство города как города, а в целом, еще раз говорю, поменять менталитет, поменять культуру нашего населения. По крайней мере, дать толчок к этому. Но я в наших горожан верю, я вижу, что с каждым годом общество меняется. За последний год, по-моему, такие очень хорошие сдвиги пошли. И я уверен, что в скором времени как раз люди сами начнут контролировать сами себя все. И мы же должны понимать, что на каждый уголок города контролера там не поставишь, который будет ловить тех же людей, которые мусорят по поводу и без повода. А вот если общество само будет нетерпимо к нарушителям чистоты в городе, то я думаю, что скоро такие безобразные вещи, как еще раз говорю, выбрасывание пакетов мусора прямо из окон машины, оно уже прекратится. С 13 мая по 14 июня идет месячник по озеленению и санитарной очистке. Утвержден состав оперативного штаба по проведению весеннего и осеннего месячников по озеленению под руководством главы города. Разработан план мероприятий по посадке, содержанию зеленых насаждений и санитарной очистке. За трудовыми коллективами, учреждениями и организациями, расположенными на территории административных округов, закреплены улицы, скверы, дворы, площади для организации и проведения работ по уборке, санитарной очистке и озеленению. В рамках проведения года благоустройства в городе Якутске мы в 136-м квартале проводим, наверное, ряд субботников. Сейчас он проходит во дворах Пояркова 12, Пояркова 10. После обеда мы будем в Пояркова 8 проводить мероприятия по озеленению. Что сделали? Управа завезла землю, песок, инструмент. Управляющая компания представила часть своих работников. Совместно с управляющей компанией, депутат Якутской городской думы, то есть я, закупили металл и будем изготавливать ограждения для палисадников, чтобы то, что мы посадили, сохранить. Но мы планируем до 1 июля завершить все основные посадки, так как весна достаточно ранняя, надо это сделать до 1 июня. То есть у нас осталось, сегодня проводим субботник, завтра, в середине недели будем работать и уже завершаться к следующим выходным надо будет с посадками. После этого управе строительного округа выделяется 50 студентов, летом работать будут на благоустройстве. Их закрепим за зелеными насаждениями, на поливку, на прополку, на восстановление ограждения, санитарную очистку квартала. Управами округов и пригородными администрациями организован контроль за управляющими организациями по участкам озеленения и санитарного надзора за уборкой мусора. Но есть территории, которые невозможно проконтролировать. Это дачные участки. Так, силами администрации Магана и Мархи совместно с активистами и общественниками проведена акция по уборке Маганского тракта 7-го километра, где дачниками сотов Хатын, Вираж, Кеннат была образована несанкционированная свалка. У нас очень большую свалку организовывают дачники. И там, где появляются дачники, там у нас большие мусорные завалы. Хотя у нас открытый полигон,
мусорные, для того, чтобы дачники свободно вывозили. И в городе работают нормально управляющие компании. Но тем не менее, значит, почему 7-й километр? Потому что на 7-м километре у нас большая свалка, на которой сейчас уже работает техника, вывозит мусор. Мусор этот и крупногабаритный, и мелкогабаритный. Вот мы доходим до туда и, в принципе, начинаем уже убирать этот мусор, уже подбирать вручную после действующей техники. На 7-м километре это карьер, который является охранной природной зоной. И там, где, в общем-то, не должно быть никаких свалок, вот люди просто действительно рукотворно сделали, вывалили туда сгоревшие свои дачи, какие-то избушки, какие-то бревна, мусор буквально бытовой. И я считаю, что это безобразие, и поэтому с этим безобразием надо бороться. А как бороться? Надо только, наверное, уже действительно личным примером. Выходить, чиститься, убираться и призывать народ, чтобы именно тоже начинал с себя. Как вот именно твой дом чистый, значит, это настоящий хозяин. Хотелось бы напомнить горожанам о действующих правилах благоустройства, принятых Якутской городской думой, где есть статья 6.12. Нарушение правил благоустройства влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей. На должностных лиц от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Данные правила никто не отменял. И, дорогие жители города и прилегающих территорий, подумайте перед тем, как вываливать мусор где попало, окружная администрация города будет наказывать строго. Общественный контроль – одна из самых главных помощников в работе окружной администрации. С 1 мая была запущена новая автоматизированная система взаимоотношения городских властей и населения – oneclick.ekt.ru. Портал OneClick Якутск – это интернет-ресурс, который позволяет жителям Якутска, властям города, общественным организациям и коммунальным службам эффективно взаимодействовать для улучшения всего города. Значит, пользователь обозначает проблему. Так, выходит, да, вот свалка Мархе, вот есть монумент красивый Марха, да, вот за ним свалка образовалась. Так, и мы, когда видим эту проблему, обращаемся в управу, управа отвечает нам промежуточный ответ. Первый, да, вот задание на уборку мусора со стеллы при выезде с микрорайона Марха дано такой-то организации. Потом уже окончательный ответ. Уже этот мусор как бы убран, все убрано, как бы проблема решена. Вот именно вот здесь, вот на самом запросе пользователя и пишется ответ. Когда вот проблема эта, значит, решена, да, можно вот здесь можно оставлять свои комментарии. И уже пользователи могут, мы же не можем как бы понять, тут точно убрано там или нет. И тут может пойти полностью комментарий. Точно убрано или нет, или опять вновь там свалка образовалась. Так получается, ресурсами мы используем ресурсы самого населения в том, чтобы поддерживать порядок вот именно на данной территории. Его цель – повысить качество жизни в Якутске и сделать его ярче, современнее и комфортнее. Каждый житель может принять участие и рассказать о своих идеях и предложениях. Ну, надо сказать, что эта система отрабатывалась очень долго, да, как бы теоретическая часть, возможности реализации в нашем городе. И вот были обозначены 3 проблемы, которые самые тревожат наших горожан. Это, во-первых, чистота города, это, во-вторых, бесконтрольность работы управляющей компании, так, ну и отсутствие информации вообще о каких-то процедурах вообще взаимодействия с органами власти местного самоуправления. И поэтому вот первый проект реализуется. Но если вот сказать о результатах, во-первых, вот сайт заработал. Работает он довольно-таки хорошо на сегодняшний день, и поступают заявки, и у нас исполнение идет где-то 50%. Управы у нас все работают активно над исполнением. Конечно, есть проблемы, которые управы не могут решить, и мы их вот выносим на как бы рассмотрение уже мэра администрации города Якутска. Портал создается для жителей, для того, чтобы повысить качество жизни. Ну, это не такие высокие лозунги. Я сама горожанка, да. Я, например, знаю, какие-то у нас проблемы есть, например, с некоторыми процедурами. И сама я очень активный пользователь интернета, поэтому хотелось бы, чтобы
Ну, надеюсь, вот очень многие горожане думают, что хотелось бы, чтобы им одним решением, одним кликом, да, в интернете решить многие проблемы. Я думаю, наш портал один из таких мер, один из таких средств, которые будут приближать население к решению их проблем собственных. Вот вся наша жизнь, все наше качество жизни идет от нашего окружения, так скажем, от нашего города. Уже поступило 148 запросов. На портал можно отправлять фото происходящего. Для работы с порталом OneClick Якутск необходимо пройти простую процедуру регистрации, которая займет не более пары минут. И ваши сообщения поступят в окружную администрацию. Есть также определенные предложения. Мы обращаемся к горожанам с тем, чтобы где обозначена проблема, там можно же написать и свое видение решения этой проблемы. И сейчас будут разные субботники. Мы работаем над проектом «Чистая земля Ланхо». И общественная организация, которая занимается землячествами, они планируют убирать на 20-м километре Покровского тракта. Будет обозначена точка, вот именно в этом районе, да, это район Табаги. И мы призываем все население, всех молодых людей присоединиться к этой акции. Все землячества поедут на 20-й километр 26 мая. Сбор 10 часов около столовой номер 5. OneClick Якутск рад приветствовать всех неравнодушных к жизни Якутска. Сделаем его лучше, удобнее и интереснее вместе. Напоминаем, на территории городского округа город Якутск введен особый противопожарный режим. Введены следующие меры. Запрещен въезд транспортных средств в лесные массивы. В лесу категорически запрещается разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи, курить, бросать горящие спички, окурки, стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия, оставлять в лесу горючие вещества, оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор, выжигать траву. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность. Окружная администрация города Якутска призывает горожан проявить сознательность и соблюдать правила противопожарной безопасности.